Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие друзья. Мы с вами уже как-то говорили о том, как чеченцы чувствуют себя за пределами Чеченской Республики в остальной Российской Федерации. А сегодня мы с вами поговорим о том, как же все-таки русские себя чувствуют в Чечне. А их ни много ни мало сегодня уже более 20 тысяч. И, конечно же, мы с вами сделаем определенный экскурс в нашу историю. Русские в Чечне живут сотни лет. Если помните из истории, то «Капитал» Карла Маркса в России перевел Георгий Валентинович Плеханов. Это был, да, действительно, был очень большой мыслитель, это был очень одаренный человек и революционер. Так вот, рассуждая о крепостничестве, он предположил, что люди, убегая от этого крепостничества, расселялись по Дону, разумеется, расселялись здесь, у нас на Кавказе, потому что у нас тут тоже разные есть казаки, которые называются у нас и сунжинскими, и гребенскими, и в общем в целом терскими и так далее. То есть русские знали, куда они идут, знали, к кому идут, и знали, где они могут строить свои дома, свои хаты, свои хутора, где они могут создавать. А создавали хутора и хаты, и тогда, и сейчас создают только там, где стабильно, только там, где их не жгут, только там, где их не грабят. Это были наши братья, которые делили с нами и хлеб, и соль, и горе, и радость. И мы, чеченцы, которые воспринимали их как своих, да? А восприятие ими нас как своих как раз и выражалось в ношении черкесок. Даже женщины одевались, подражая чеченцам, а казаки носили с удовольствием эти газыри и кинжалы, эти шашки, эти сабли. Это удаль горская, которая была присуща потом казакам, которые стали главной, мощной, так сказать, и надежной военной силой для русских царей и императоров. Пока сюда не пришла политика, пока этот северо-восточный Кавказ не стал зоной большого геополитического спора между Персией, османами и Российской империей, здесь не проливалась кровь, здесь сеяли хлеб, здесь возделывали виноград, здесь любили друг друга и, самое главное, верили друг другу. Здесь не было разных хуторов, здесь была одна единая земля, и чеченцы, и казаки защищали себя от разных врагов, которые, будучи чуждыми этой земле, как раз-таки и приходили для того, чтобы без разбору грабить и казаков, и горцев. Русские когда-то в Чечено-Ингушетии, сейчас в Чеченской Республике, здесь были представлены не только казачьими хуторами. Сюда приезжали прекрасные специалисты из разных уголков нашей великой империи в свое время, а потом уже и Советского Союза. Это были люди, которые были знакомы с кузнечным делом. Это были ремесленники. Это были, а в 1893 году здесь уже было положено начало нефтяной промышленности, это были нефтяники, это была интеллигенция, в конце концов, которая потом целыми династиями обучала местных жителей в техникумах, в институтах, в университетах. Можно сказать, что в геометрической прогрессии сегодня растет количество русских, которые приезжают сегодня лечить местное население. Очень много русских врачей вернулось. Вернулось тех, которые раньше здесь жили, и те, которые не жили никогда, но хотят уже здесь жить, благодаря вот тем преобразованиям, за которыми стоит Рамзан Ахматович Кадыров, его экономической политики, его социальной политики. И сейчас здесь, пользуясь случаем, я говорю, приезжайте, пожалуйста, в нашу республику, будьте нашими учителями, будьте нашими врачами, будьте нашими инженерами, будьте нашими менеджерами. Короче говоря, будьте нашими. И я, чеченец, который занимается сегодня на государственной службе национальной политики, в подтверждение своих слов хочу с удовольствием почитать вам стихи Сергея Александровича Есенина, которые впервые вышли в 1915 году в его знаменитом раннем сборнике «Радуница». И сделаю это с великим удовольствием. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь
сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонко чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, зазвучит девичий смех. Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: не надо рая, дайте родину мою.